Будущее без терроризма, терроризм без будущего. Причина, которую ведут именно к такому пути разные ложные идеалы, свободное время, отсутствие контроля со стороны родителей. Главный способ помочь – вовремя остановить, поняв, что молодой человек стал жертвой вербовки террористов. Собравшиеся призывают школьников не оставаться безучастными в борьбе с этим злом. Современный международный терроризм становится одной из главных проблем человечества. Он угрожает фундаментальным человеческим ценностям: праву личности на жизнь, свободу, собственность и национальным интересам России. Сегодня информатизация имеет огромное влияние на общество и на его изменения, говорит это и статистика. За последние годы отмечен ускоренный рост экстремизма в сети, противодействовать которому нелегко. Среди тех, кто легко поддается этим провокациям, в основном молодежь, то есть те, кто использует технологии чаще всего. За такие безобидные действия, как лайк, коммент и репост, можно попасть под статью «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Вы там сидите, вам начинает какой-то человек писать, вы начинаете ему отвечать, понимаете, например, если из 100 человек сделать массовую рассылку, то кто-то начнет отвечать, кто-то начнет поддерживать какие-то взгляды, неправильные взгляды. И после этого вы попадаете в те сети, в которые не стоило бы попадать. По данным МВД, в России в среднем до 80% участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Поэтому мероприятия подобного рода проводятся в большинстве случаев именно в образовательных учреждениях. В случае обнаружения бесхозных или подозрительных предметов в общественном транспорте, на улице или в торговом центре нужно запомнить 3 главных правила. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте. Подобные встречи с молодежью в республике проходят не первый год. В профилактические беседы вовлекают школьников и студентов. Даже разработан специальный план-график, по которому организаторы стараются охватить все образовательные учреждения республики. В рамках этой встречи мы подготовили выставку наглядной агитации. Это плакат наглядной агитации от автора художницы Хамхоевой Розы. Также нами подготовлены памятки, в которых мы говорим о вреде, о той трагедии, которую приносит терроризм. Школьникам рассказывают о существующих альтернативах. Перспектива провести остаток жизни за решеткой здравой молодежи не импонирует. Здесь каждый понимает, что экстремистская идеология далека от ислама. Терроризм, я отношусь к нему только отрицательно, так как он вредит как государству, так и жизни ни в чем невинных людей. Они страдают, это может принести ущерб и как здоровью, так и жизни людей. Я считаю, что террористы, они люди, у которых, допустим, какие-либо психологические проблемы, которые обижены на эту жизнь, которые привыкли, допустим, страдать и хотят, чтобы другие люди также почувствовали, там, пострадали, тоже, на их месте тоже побывали. А как ты думаешь, как остановить таких людей? Можно самым легким способом, допустим, попробовать просто поговорить с этими людьми душевно, да. Истинный джихад – это борьба с самим собой, напоминают организаторы. Найти свое место в жизни, заняться любимым делом или быть убитым и похороненным на чужой земле за чужие и непонятные идеи. Каждый должен сделать свой правильный выбор. Хава Гагиева, Мухаммед Шаухалов, Новости 24.